Да, конечно, мы очень хорошо знакомы из Птромы, вообще с коллегами из технопарка, из IT-парка, из инновационных институтов развития Якутии. Часто здесь бываем и следим за прогрессом, потому что здесь представлены такие достаточно востребованные и в промышленности, и в хозяйстве решения интересные, и вот использование местной флоры и фауны в виде биодобавок тоже достаточно такое прогрессивное, мне кажется, перспективное решение. То есть мы вообще следим за проектами технопарка, видим их прогресс, то есть видели, когда это еще были в стадии разработок. Сейчас мы видим, что это уже, сейчас наблюдаем, что это уже воплотилось в реальное решение, на которое уже есть заказы. И это, конечно, не может не радовать, потому что те задачи, которые перед собой ставил как раз технопарк, доведение, вывод на рынок продуктов, проектов, доведение исследований и разработок уже до предметной, до каких-то коммерческих стадий. Вот эти задачи как раз реализованы. Мы видим здесь резидентов технопарка, которые прошли весь этот путь, и надеемся, что в будущем просто количество площадей с резидентами, которые прошли этот путь, будет только множиться. И мы еще пойдем и на второй, и на третий, и на четвертый этажи. У нас в Якутске очень сильное IT-сообщество было сформировано в середине 90-х. В середине 90-х вот был клуб, да. При том, что и в конце 80-х вот с появлением советской компьютерной техники уже было тогда движение, да. Нужно вспомнить, что вот наши же программисты вот Академии наук, вот, Сибирского отделения Академии наук, да, участвовали и как компьютерщики в создании Бурана, как компьютерщики, да? То есть говорить о том, что нашей IT-культуре, культуре, тем более инноваций, да, 10 лет это, такой срок. Я бы сказал, что это 10 лет официальному оформлению вот этого движения, этого сообщества. Вот так более правильно будет сказать.